Добрый день, мои дорогие друзья. Я приветствую вас на своем канале. Это тот же день, что мы собираемся делать шашлычки. Шашлыки мы еще не делали. Какая-то часть ролика у меня снята. К вечеру будем делать шашлыки. Я мариновала, делала лимонад. Это все, наверное, будут ролики, которые будут идти перед этим роликом. А сейчас буду выполнять заказ, потому что Танзилины заказы просто бегают за мной. Так, микрофон. У меня заказ пельменей, короче говоря, друзья. Значит, здесь килограмм фарша, полкило лука и 150 грамм жира. Потому что мясо у меня не, постное, вообще без жира. Поэтому они будут невкусные, если не добавить жир. Так, у нас сегодня очень жарко. Вчера была такая, я уже говорила в том ролике, вчера была такая прекрасная погода, как будто бы она для нас. Так, сюда надо соль засыпать. Я вчера холодно. Жарко сказала? Холодно. Я говорю, мне холодно. Нет, сейчас уже жарко. Утром, друзья, было очень холодно. Как будто, знаете, погода такая, вот сентябрьская обычно. Знаете, как вот бывает же в сентябре, значит, чайная ложка с горкой соли. И пол чайной ложки, чуть меньше пол чайной ложки черного перца. И теперь немножечко жгучего красного перца. Прям на кончике. Короче, о погоде начну сначала. Вчера было холодно, вчера был дождь. Но это было мне очень даже на руку, потому что мы делали заказы на улице, ни одной мухи, все так хорошо, не жарко. Не надо было бегать в холодильник, ставить продукты, которые мы жарим. Все прекрасно сохранилось, все прекрасно сделалось. И я в том ролике говорю, что я очень переживаю за заказ. Я и своим девочкам говорила, что я очень переживаю за заказ свой. Но, алхамдулилlah, Танзила говорит, уже заказчица, уже вчера, мы вчера отправили, значит, у нас были куры жареные, котлеты и шашлычки куриные и рулеты. Вы это видели, по-моему, да? Вот так вот. Уже вчера сразу же она сказала, что им очень понравилось. Конечно, как только я начну снимать, обязательно кто-то позвонит. Так, и хочу сказать насчет этой тесто-раскатывающей машины. Или я вообще-то про погоду говорила? Снова про погоду, да? Уже отпускалась ты. Да, я уже, клянусь, не соображаю, что и как. Так, короче, погода вчера была дождливая, холодная, и мне было очень повезло насчет заказов. Нет, я уже говорила о том, что отчиталась нам заказчица, что понравилось вчерашнее. Потом сегодня мы утром сделали салаты. Но оказалось, что их для нее мало, потому что она уже поняла по гостям, что у них очень много будет гостей, и уже собрались, и расставили столы по столам. У нас, как вы же видели, что у нас бывает все уже на столах. Расставили столы, и оказалось, что не на все столы хватило салатов. Это не наше. Да, мы-то сделали заказ по количеству, сколько надо. И она звонит Танзиле. Танзила, ты не видела мой скребок такой вот? Сейчас у нас что-то найти, это, конечно, очень трудно. И факт, что я знаю, что я его убирала куда-то. Пусть будет нож, ладно. И дело в том, что у нас-то нет ничего такого, для салата в запасе. И что сделать? Вареного же ничего нет. Ни свеклы, ничего. Огурцов им хватило. Им не хватило салата, как его? Мужского каприза. Я всегда его забываю. И свекольного. Но для мужского каприза у нас просто, во-первых, даже если бы было это мясо, оно бы не сварилось быстро. А я сообразила. Ира моя
Подруга говорила, что этот мужской каприз она делала из грудинки куриной. Я говорю, Танзила, по-моему, у нас есть грудинка, давай из грудинки сделаем. И мы сделали быстро. Из того, что было, слепили быстренько мужской каприз салат. И благо дело у нас сын старший мой был в Назране, тоже быстро сказали ему, чтобы купил пекинскую капусту, морковку. Сделали салат и эту, кукурузу и фасоль. Короче, мы быстро это в течение часа сварганили. Еще 2 салата и отправили. И буквально, по-моему, перед тем, как я включила камеру, она говорила, что уже практически свадьба закончена, друзья. И им очень все понравилось, да? Так что из салатов, говорит, ничего не осталось. Вы себе можете представить, я вчера пожарила из 40 килограмм котлет, от котлет, говорит, ничего не осталось. Я еще когда жарю, я говорю, они что, полк в гости пригласили, что ли? Так много было их, много ничего не осталось. Но это самое главное, что не осталось и что понравилось, машаллах. Я вообще, я же вам уже говорила. 550 котлет. 550 котлет было. Что я переживаю, особенно свадебный свадебный заказ, я очень переживаю за это. И успокаиваюсь, делаю выдох, когда уже заказчики говорят, что было очень вкусно. Так, ну пошли. И хочу сказать, и не каждый раз, когда я... Ой, забыла, видишь? Переключить забыла. Бывает. Видите как? Забыла скорость. Не скорость, а толщину. Но это все можно переиграть. И каждый раз, когда я начинаю вот так вот заработать, я благодарю Инночку и Всевышнего за то, что вот такое вот облегчение в труде. Это просто однозначно. Танзила говорит, мам, говорит, да теперь хоть их штамповать можно настолько легко и просто вот, работать этой машинкой. Ничего, ты практически не устаешь, потому что я, правда, не могу, а она может, сидя лепить. Мне надо обязательно стоять почему-то. Вот так вот. Конечно, в таком темпе работать у меня, честно скажу, возраст не тот. Стою. Лет 10 тому назад, конечно, я бы не уставала. Это однозначно. Ну, хорошо продержались вчера. А? Ну, хорошо продержались. Подержались хорошо. Ну, хорошо, вчера Мадина помогла нам, здорово. Так, видите, я просто немножко из-за того, что вовремя скорость не убавила. Слушай, интересно, где у меня ее книжка? Меня просили, по-моему, в ее ящике надо будет посмотреть, чье производство, название, все. Я просто не успеваю. У меня очень много неотвеченных комментариев. Вы меня простите. Я вам честно говорю, у меня даже иногда не бывает времени просто хотя бы немножко посидеть и посмотреть что-то уже. Телефон у меня лежит практически. Только на звонки отвечаю. Даже в сообщения редко захожу. Так, первые пельмени были, да?
такие маленькие делать? А? Так. Иди полежи там. Что ты тут сидишь? А, ты лепить хочешь? Где? Очнись. Так. Ты вот так туда сразу мясо положи. Ты так дома лепишь, что ли? Это же долго. Раз, положила во все эти кружочки мяса. Так. Друзья, завтра я тоже хочу сходить к врачу. А? Не, разве? Не, мне не кажется, нормально. Мне уже давно пора делать свое лечение. Многие мои подписчицы, которые со мной давно, знают, что по-хорошему мне надо в полгода один раз хотя бы. По-хорошему надо в 3 месяца один раз, но хотя бы полгода один раз делать свое лечение. А я уже опять пропустила 2 раза. Год не лечусь. Поэтому уже первые звоночки есть, что лечение нужно сделать. Так что с завтрашнего дня начну. Сначала сдам анализы, сделаю УЗИ, потому что врач-невропатолог, который меня наблюдает, говорит, обычно, когда будешь приходить на прием, приходи с этими, с готовыми анализами, с готовым заключением УЗИ. Проблемы у меня, если кто не знает, скажу, проблемы с сонной артерией, даже сонными артериями. На одной артерии мне уже сделали операцию. Одна сонная артерия, которая в изгибе, просто неоперабельна по ходу, просто нужно лечиться. Ну и еще одна в изгибе тоже, но пока тоже как бы лечимся. Что будет, не знаем, что будет, знает только Всевышний. Но пока немножко мне помогает лечение. Самое главное, альхамдулилlah, было время, что я думала, что мне уже ничего не поможет. Но тоже благодаря Танзиле она меня повела к врачу, которая меня обнадежила. Ну, это тоже только причина, конечно. Все от Всевышнего. Вот так вот. Желаю здоровья всем, кто болеет. Я сказала сыну, что немножко у меня недомогание. И сказала, что пойду на обследование, как только получу свою пенсию. На что он мне уже сразу же на второй день выслал деньги, чтобы я пошла и обследовалась. Так что мне не надо ждать пенсии. Пока я закончу. Ты так дома лепишь пельмени? Нет, сейчас я... У тебя сейчас заторможенность, да? Я тебе сказала, иди ложись. Вроде бы больше ты делала. У тебя просто недосып поэтому. Усталости-то нету, а просто недосып. Ничего не делает, сидит вчера. Я говорю, ну иди ложись. Нет, я только с тобой лягу. Ну, сказать, что совсем ничего не делать нельзя, конечно, она и укладывала.
И подготовку всю сделала. Ну, такую лук нарезать, морковку нашинковать. Как я сказала, зелень нарезать. Вот так И вот. заказы вчера у тебя, и компоты. Да. Все вместе было. И компоты, и И заказы. до этого еще заказ же был. Вот. Ну, это я снимала. Нет. Ты Правда? не успела его снять. А, вчерашний? Маленький заказ. Вчерашний, что ли? Да. Не успела. Я много чего не успела. Я просто очень хотела, чтобы вчера снимал... Не то, что хотела, а думала, что будет снимать Ибрагим. Потому что он дома, я думала, вся съемка пойдет. Как будто бы специально он оттуда свалился. Так, тебе не помогать или помогать? Тогда я буду дальше раскатывать. Ну, ой, Аишка, я сама испугалась. Я сильно девочку испугалась. Ну, если кто не смотрел предыдущие ролики, наверное, у меня аж просто Ибрагим со стремянки упал. Как раз, по-моему, видна моя стремянка, но сейчас вряд ли она видна. Сейчас нет из окна. Шишка и сегодня огромная. Но, слава богу, что нет сотрясения. Сотрясение, говорят, потом через какое-то время боком выходит. Ладно, я поругалась, как за вишню. Мы его обе поругали за то, что он нам не оборвал черешню. Он до 5 утра сидел. Да, они, оказывается, с Расулом до рассвета сидели, играли в свои эти игры. Как бы мне остановить этот мой микрофон? Но больше всего меня испугали, когда кричали Аиши. У меня ноги остановили. Я думала, Аиша упала. Аиша там бегала, он боялся, что на нее там свалится. Она бегала рядом с лестницей, со стремянкой. Да, как она за него испугалась. И поэтому. Так. Может, так как-то. Ой, я не знаю, что там в огороде, если честно, уже от дождей все, по-моему, кабачки портятся. Прямо вот как будто бы плесень или гниль какая-то из-за того, что дожди, постоянные дожди. Уже сколько? По-моему, 5-й день подряд дождь идет. И до этого были там. Вот видишь, если не забыть это сделать, то тесто выходит нормальное, красивое, вот так вот. Есть еще кто закрывает? Есть. Есть, что закрывает. Сейчас много чего есть. Вот видишь, я сейчас вспомнила. Вчера, когда я ехала на рынок, не, она слишком толстая, мне одна прислала сообщение, надо будет ей ответить на дела, как бы не забыть. Про эту раскатку она спрашивала, где купили, что, как. Я по дороге прочитала, а ответить забыла. Вот сейчас только вспомнила. Надо женщине ответить обязательно. Так, по-моему, тонкая раскатываю, смотри. Не. Нормально? Купить хочешь? Да, мне надо будет отметку здесь сделать, потому что маркера нет у нас. Да, хочет купить. Она из Грозного писала мне. Как раз вчера ехала на рынок за продуктами. Даже позавчера, по-моему. Я же не вчера ехала. Вот видишь, позавчера, вот видите, я уже... Пятницу. Ну и получается позавчера. Нет, суббота. Вчера же суббота была, позавчера я была на рынке. Думаю, приеду, спокойно ей отвечу, не буду в машине отвечать. Да, во-первых, я и не знала, где... Мне надо книгушку поискать в этой коробке, в которой она была. Инструкцию, вернее. Вот так вот. Ой, была бы у меня эта машинка на работе. Как бы было здорово, как бы я не уставала тогда. А то, когда ты слишком перегружен, уставший, ты на нервах,
И В ты, принципе, ей это очень выгодно конечно, было. было ей выгодно, производительность Во-первых, труда была бы да, намного больше. сколько каталог она там покупала, мы же ломали Скалок. скалок. А, и скалок она покупала, да я и сама их покупала. Да дело даже не в скалках, Но а у вас времени не во было. времени заказчиков было много, я не успевала. У нас же и последние недомовки были как бы из-за вареников, которые я не успела налепить. Там нереально было это. Понятно, если бы ты на одних этих заморозок тогда Ну стояла. да, А там и там чебуреки, и заказов много. пирожки. Ну, во-первых, по-любому, по-моему, в кафе работать до 45. Потом уже все. По-любому, конечно, у меня скорость не как у молодой, что бы там ни говорили. Сколько ты мама поработала? 3 года. Ты и так продержалась. Ты и так хорошо. Они меня и сейчас зовут, если честно, но Не твое, на кого нет, ты я не работать. хочу. Папа жив был, вообще бы не разрешил работать. Да, папа жил был бы. Он не любил, когда я трудилась. Ну, он сам зарабатывал. Бабушка там. Так. Бабушка разговаривает, что ли? Ты слышишь? Да. А я не слышу. Я не слышу, у меня же еще проблема и со слухом. Я ее сюда позвала, она зашла. Она, когда я что-то делаю, не любит сидеть здесь. Друг еще говорит, волос мой или еще что-то. Хотя и в косынке она все равно. Когда ты работаешь, я не хочу там сидеть. Во-первых, что она тут будет? И она свой телевизор смотрит, пока свои передачи у нее не закончатся. Ну, она была быстро зашла, поэтому зашла. Ну да, у нее же свои там передачи. Главное, я даже в школу, когда помню, мы ходили, даже на собрание с нами, когда ты болела, ходила. Знаешь, как хорошо мне получалось с нами и заниматься. И в то время же особо из школ ничего не было, она... А в ее время? Да, в ее время. Все равно Ну, она грамотная. начальную школу она прекрасно знает. Я и говорю же. Ну, Она хорошо пишет. У нет, и нее русский пишет, и язык. читает, и русский язык у нее шикарный. Вообще, я имею в Я виду, имею в виду в то время. база шикарная у нее, этого, начальная база Да. начальной школы. Особенно математика. Математика, да. Но она же работала за складом в Загозерно. Счет вела. Звенигорич. Ну, Звеневой уже здесь дома, да. А там была вот за складом на большом элеваторе в Кустанайской области была за складом. Ну, бабуля у нас пробивная была. Да, у нас бабуля командир, как она сама говорит, командир. Командир. Так что В свое время она хорошо работала. вот такие вот дела, друзья. Видите, какие у нас сейчас ролики? Дай мне платок. Что тебе дать? Если бы она еще ходить могла, то ее не остановила бы. Ну, если бы она сейчас без палочки ходила, то огород бы ей, конечно, огород бы в основном был ее. Я бы только бегала. А ты кулечки не ложишь? Не ложишь туда? Не кладешь? Все-таки я уверенная, когда... Я сама буду этого человека каждого благодарить. Которого? Инну. Как я всегда, когда включаю стиральную машину, друзья, благодарю того, кто придумал ее. Мне посудомоечная машина кажется трата времени. Даже ее надо... Почему? Да, ну, мне нервы не было. Нет, нам и та машина казалось, что это не то. Нет, туда ставить надо. Ну и что ж, какая разница, ты же и в раковину ставишь, собираешь. Не знаю. Может, тебе поставить посудомоечную? Да сюда нет, куда ты ее сюда поставишь? Здесь посудомоечная Нет, у тебя скоро машина. невестка будет. А моя невестка что, будет посудомоечная машина?
помогать Чаката тебе. кубиш Помогать. сделал. Помогать. Подкрути. Ну, посмотрим. Помогать. Это посмотрим. Бабушка. Я вообще вот теперь ее голос не слышу. Я даже Представляешь? слышу, о чем она говорит. Серьезно, что ли? Я вообще не слышу. Даже голоса не слышу. 100% с сыном разговаривает. А у нее подруг сколько, ты знаешь? Да она каждый раз, когда ты в больницу кладешь, там все Ну, записывает. ну да. Я же ее полгода один раз всегда клала в больницу здесь у нас в Кантышево, когда она со мной жила, и потом она 4, по-моему, 4 года, или 4 или 5 лет жила уже с сыном, перед тем, как вот сейчас приехать. И мы ее всегда вот для поддержки полгода один раз укладывали, ну, клали в больницу, в больницу у нас в Кантышево. Так каждый раз у нее все по новой подружке. И со всеми этими подружками она общается уже. В пятницу обязательно у них ритуал. В пятницу все они друг друга обзванивают. Всё, в пятницу. Ну, вот такой день уже у нас по пятнице. Обычно же у нас как в пятницу и на намаз идут, и родственников посещают больных обычно. Также заведено. И вот типа как будто бы они друг к другу в гости ходят. Звонят друг другу, общаются. К ней же приходили как-то. И один раз как-то, да, ну, и уже 2-3 раза к ней приходили эти подруги ее. А как-то она говорит, одна из подруг, короче, не выходит долго на связь и трубку не берет. А она из Кантышева, эта женщина. Она заставила нас поехать, проведать, узнать, кто, что, почему заболела она, или вдруг, или еще. Ну, то, что не умерла, это мы знали, потому что похороны бы все равно в селе бы знали. Вот. А у нее, оказывается, просто номер телефона, или телефон сломался, ну, не было номеров. Сменила она номер телефона. Вот не успокоилась, пока мы не узнали, что и как у нее. Например, наша бабушка телефоном пользоваться вообще не умеет. Вот, которая жива была баба, она не умела. Они ровесницы, по-моему, были. Нет, та Та старше. старше была. Она вообще не умела телефон пользоваться. И считать, и читать, как она не умела. Так, не тонко, посмотри, что-то я все время сомневаюсь. Наша всегда вот про бабушку рассказывает, когда она в гости приходила на каблуках, в красивой одежде. Она же всегда одевалась. А ваша бабушка, что ли, Наша. вспоминает? Наша вспоминает всегда. Ну я говорю, ваша бабушка про нашу бабушку Да. вспоминала. Ну, мама, да, мама всегда одевалась. Ну, она всегда была в элитных костюмах. У нас вообще в селе как женщины в деревнях как и в калошах, и в тапочках могут пойти там в магазин, куда-то, да, вот, ну, по селу. Мама никогда не позволяла этого себе. Она всегда одевалась, Я бабушку даже на работу помню, как она ходила. одевалась нормально, прилично, туфли. Ну, не сказать, что прям вот она вот прям шикарно, но вот домашняя одежда была домашней одеждой. А хоть и в деревне, хоть и в селе куда-то идет, выходная была выходной. Никогда не позволяла себе в калошах или в шлепанцах куда-то пойти. Какие костюмы у нее были. Так что, да, у нас бабушка такая. Манто, пальто, шуба. Сколько у нее там? Я всегда думала, когда-нибудь... Она и меня всегда ругала. Следи за собой, одевайся, красься, все вот это вот, чтобы Мне вот, макияж был. Я не думала, что она так вот сядет. Ну, с палочкой ходить, потому что все время шустрая. Но она сейчас с палочкой ходит больше, потому что не видит одним глазом, и ей неудобно балансировать. Большинство палочка у нее для этого. Ну, ковид, конечно, ее потрепал, а так нормально, она уже... Тьфу-тьфу, смотреть, если по ее возрасту, то она хорошо держится, все нормально. Сегодня на правнука обижена была, что он ей черешню не нарвал. Мухаммед, как ее голос услышит, сразу туда. Сразу к ней. А здесь не сидит, как у нее.
У нее спокойно на кровати сидит. Да? Вообще подписчики думают, что мы вот его закидываем, а ей так А сложно нет, за, я ней, сразу, я за ним удивилась. смотреть, да, вот, что вот ей надо. Он у нее сидит, вот он заходит к ней, и он у нее сидит на кровати. Вот Главное, знаешь, играть в пустые коробки. Да, вот она ему ставит разные коробочки из-под из-под чая, главное, игрушки тоже занесены в игрушки, не играет. Из-под йогуртов, вот такие вот разные коробочки, четкие. Даже одна это у них была, видимо, по-моему, с черешней я относила. Друшлаг для творога. Вот туда что-то кладет. И сидит на кровати, он даже не просится у нее сойти с кровати. А здесь Мы оставь. поэтому его туда к ней отдаем, потому что он сидит спокойно на кровати. А столько сюда зайдет, все по моим тумбочкам, все на полу, он бегает, он выходит на улицу. Вот поэтому... Какой там отдать? Вчера я ей сказала, пусть она отдохнет, не отдавай. Она плакала вчера. Вы его специально не отдаете. Вот. А если сюда привезти, то все, ни бабушка, никто за ним уже. Бабушка, конечно, за ним бегать не может. А мы сюда их обоих заведем, все, он уходит, а бабушка за ним смотреть не может тогда. И нам приходится уже за ним следить. А так, милое дело, они оба сидят на кровати, и нам не надо переживать. Поиграется, также сразу же засыпает на кровати, потом бабушка с ним рядом ложится. У них там такой хороший контент, можно Главное, сказать, да? бутылку вы отдайте вовремя. Да. И бабушка всегда в окошко, дайте ему поесть к бутылочке, и пока мы-то забываем. Хорошо, мы сейчас принесем, и все, и забыли. Так-то она его поднять ничего делать-то не может, просто он А сам сидит. у нее после перелома рука такая, что она поднимать ничего не может. Но по-любому бабушка свой вклад вносит, что смотрит за внуком, и ей это очень нравится, потому что вот она считает, что она уже вот помогает, она участвует Попробуй не в отдать. этой, да, и попробуй не отдать, да, действительно. Вот вчера я ей сказала Мадине, не надо, пусть отдохнет, она обиделась. Ой, у меня самое прекрасное детство было с бабушкой. Интересно, сколько мы снимаем уже? Ну, Мы без этого... самое интересное.